Новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 27 июня, четверг, и сегодня отмечается Всемирный день рыболовства, а в нашей стране сегодня День молодежи. И тут хочется уточнить возраст, в который попадает эта категория населения. Официально молодежь – это люди от 15 до 35 лет. Однако, по мнению некоторых, быть молодым – это не обязательно биологический возраст. Быть молодым – это значит чувствовать себя таковым. А чувствовать себя можно таковым и в 50, и даже в 80 лет. Я категорически согласна с этим утверждением. Ну а по народному календарю 27 июня было принято освещать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастья. Также поступали с чужой одеждой и с той одеждой, которая доставалась в дар или в наследство. Конечно, люди целый год не ждали этого дня, а подобный ритуал совершали только с той одеждой, которая покупалась после Нового года, с той, которая надевалась не более 3 раз, а также с той, в которой чувствуешь себя некомфортно и неуютно. Зато комфорт, уют и радость, я думаю, принесет нам сегодняшний прогноз погоды, ведь уже сейчас видно, что она просто замечательная. Итак, сегодня в центральных Улусах, сегодня утром температура воздуха составила 11-12 градусов, днем ожидается 22-28. В Заречье утром было 12-21, днем 25-28, на юге 10, днем 20-21. В Вилюйской группе Улусов утром 13-20, днем ожидается 24-28. В Нижнеленских Улусах 15-17, это утренняя температура, а дневная 24-26. На западе в 6 часов утра было 12-20, днем ожидается 24-27. В Колымо-Дигирских Улусах утром 15-19, днем 21-27. В Янских Улусах утром 15-20, днем 21-27. На северо-западе утром 13-27, днем ожидается 16-26. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 17 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, и днем ожидается 26-28 градусов. Днем ждите кратковременный дождь. Ну а сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. После их выпуска мы к вам обязательно вернемся, так что не переключайтесь. Доброе утро! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Навигация по рекам Якутии идет по графику. Доставлено 300 тысяч тонн грузов при плане 1200. Для нужд Вилюйской группы Улусов отгружен весь плановый объем. По реке Лени действует судоходная обстановка от Жигалова до острова Столбы. Здесь задействовано 79 судов. На Колыме уровень воды упал. Перевозки по маршруту Зырянка-Среднеколымск уже стартовали. Колымская судоходная компания доставила в Зеленомысский речной порт 36,5 тысяч тонн угля. На реке Яне в перевозках первого тура навигации задействовано 10 судов. На Индигирке идет подготовка 16 единиц флота. С 1 января этого года в Центральной России изменен бюджетный кодекс. Теперь оплаченные деньги за нарушение правил дорожного движения, в том числе штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения, идут в Дорожный фонд региона на содержание, ремонт и строительство дорог. В нашей же республике эта система работает еще с 2017 года. Все те штрафы, которые поступают за нарушение правил дорожного движения, мы направляем на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Это такие мероприятия, как это установка барьерных ограждений, установка дорожных знаков, обустройство уличного освещения по транзитным улицам, которые проходят через населенные пункты по региональным дорогам. Да? Как вы знаете, уже в 2017 году мы начали уже по автомобильной дороге нам обустройство уличного освещения мы закончили. На сегодня вот эти мероприятия у нас продолжаются. С
Строительство бизнес-инкубатора завершают в Ленске. Приступили к отделочным работам. Установки потолочных перекрытий, освещению и облагораживанию территорий. Предполагается, что здесь будет оказана профессиональная поддержка начинающим предпринимателям в юридической и материальной помощи. Напомним, что объект является долгостроем. Начальные работы по строительству начались еще в 2013 году, но теперь возобновились и близятся к завершению. Это объекты поддержки малого и среднего предпринимательства и бизнеса. Завершающие работы у нас сейчас идут по монтажу пожарной охраны, сигнализации, телефонии и наружное освещение. То есть к 20 июля мы объект будем сдавать. Здание ведется, строительство довольно-таки затянулось с 2013 года. Полностью объект, как начал строительство, наконец-то мы его заканчиваем. Вложение в пределах 53 миллиона рублей. Приступили к сбору меда якутские пчеловоды. На пасеке в пригороде Якутска 120 пчелиных семей элитной дальневосточной породы. Насекомые собирают мед поблизости, а также могут летать на расстояние до 8 километров. Пчел на протяжении 35 лет разводит известный пасечник в Якутии Анатолий Гаевой. Его продукция известна и за пределами страны. Искусству пчеловодства он обучает желающих. Сегодня у него 12 учеников. За один сезон пчеловоды собирают до 4 тонн меда. Помимо этого добывают пчелиное молочко и прополис. В этом сезоне первая качка была маленькая. Это стальников, подснежников. Это было 10 июня. Мы всего взяли 15 килограмм. И вот прошло 10 дней. Мы начали качать. Уже качаем 4-й день. Пчелы позаливали, потому что расцвел. Малина расцвела, донник, иван-чай, клевера зацвели. И фактически пчелы таскают. Как и в прошлые годы, во время Исеха Туймады запретят въезд транспорта на территорию Усхатын. Для удобства гостей будут действовать 2 стоянки с 5000 мест для общего пользования. Установлены указатели ко всем стоянкам. Также с 9:30 до 20 часов будут курсировать 2 бесплатных автобуса со стоянки до центрального входа с 2 остановками. А также хотелось бы рассказать населению о том, что будут курсировать 2 автобуса, маршрут номер 155 и 156. 155 маршрут будет курсировать с Гимиина до местности Усхатын по стоимости 45 рублей. 156 с автовокзала до Усхатын по стоимости 40 рублей. Данные автобусы будут курсировать в утреннее время с интервалом 5-7 минут и в вечернее и ночное время 15-20 минут. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий. Дорогие друзья, в эфире программа «Новый день». И мы продолжаем наш утренний эфир. И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире для вас, даже несмотря на место дислокации. Наш номер, WhatsApp номер прежний, 8 914 279 2262. И у нас есть уже несколько сообщений. Так, абонент с последними цифрами 0296 пишет: «Дорогую Светлану Владимировну поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы по жизни всегда у тебя было здоровье, успех во всем и благополучие. Будь счастлива, дорогая». Есть еще сообщение. Дорогие друзья, всех якутян поздравляем с праздником Исех. Всем здоровья, успехов во всем, ни пуха, ни пера. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир, и я спешу представить вам нашу постоянную рубрику «Электронные услуги». На сей раз речь пойдет о том, как, что теперь к судебным приставам можно будет обращаться при помощи портала госуслуги. Все подробности в нашем следующем материале. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы бы хотели рассказать сегодня об услугах, о государственной услуге, которая оказывается Федеральной службой судебных приставов. Данный вид услуги предоставляется гражданам и организациям через единый портал государственных услуг, а также через личный кабинет стороны исполнительного производства на официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов. Хотелось бы призывать телезрителей активнее пользоваться
указанными ресурсами, и при этом можно пользоваться банком данных исполнительных производств, в которых содержится информация о возбужденных исполнительных производствах. То есть, не направляя какие-либо запросы, заявления, можно сразу тут же узнать, имеется задолженность или нет у человека. Все-таки легче жить, зная о каких-то своих долгах и своевременно их погашая. Я бы хотела еще немножко рассказать о новшестве, которое будет у нас 1 июля этого года. Значит, если мы государственные услуги предоставляли в зависимости от нашей территории, то есть только информация могла быть предоставлена по исполнительным производствам, которые возбуждены, например, в Республике Саха-Якутия, то с 1 июля этого года мы такую услугу будем предоставлять по экстерриториальному принципу. Что это означает? Это означает, что любой гражданин или организация могут получить информацию, находясь, например, в Республике Саха-Якутия, по исполнительным производствам, которые возбуждены в отношении них в других регионах Российской Федерации. Тоже такой же принцип работы, только единственное отличие в том, что данная услуга предоставляется на бумажных носителях. То есть заявители пишут заявление на бумажном носителе, ну и, соответственно, ответ, уведомление, да, соответствующее, направляется также на бумажном носителе. Но сроки такие же остаются. Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений» Республики Саха-Якутия каждый год проводит конкурсный отбор проектов на гранты по разным направлениям. В этом году проводится 5 грантовых конкурсов по 2 направлениям, в которых уже выявлены победители. И сегодня я рада представить вам их. Это Наталья Васильева, библиотекарь Бердигистяхской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов, победитель конкурса с проектом «Эко-сумка», а также Мария Петрова, председатель Якутского республиканского общественного движения по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей, директор Дворца детского творчества города Якутска. Доброе утро, девушки! Я вас, конечно, в первую очередь поздравляю с победой. Расскажите, какие проекты вы подготовили, в каком направлении они участвовали в конкурсе? Здравствуйте. Мы подготовили проект «Безопасная дорога детства». Проблема в том, что и город Якутск, и сама республика занимают печальное первое место по травматизму детей на дорогах. И сейчас, когда мобильность детей растет, не только велосипеды, но и гироскутеры, роллеры, самокаты у нас сейчас на дорогах, очень важно, чтобы дети получали правильные навыки вождения. И во дворе Дворца детского творчества мы при помощи фонда будущих поколений откроем такую площадку открытую для того, чтобы и родители сами с детьми, и при помощи педагогов получали навыки правильного поведения на дороге. Наталья, вы подготовили проект «Эко-сумка». Расскажите, вот что за проект, что за эко-сумка такая? Доброе утро. Наш проект называется «Экологический handmade bag». Основной идеей нашего проекта является то, что не только изготовление эко-сумок, но и природоохранные мероприятия. Наша школа в этом плане имеет большой опыт. У нас очень много партнеров, и сегодня вот наш проект «Эко-сумки» это, конечно, сейчас очень востребовано, потому что мы все знаем, что проблема стоит загрязнение природы. Но это не только востребовано, это еще и актуально и модно стало в последнее время, да? А из чего сделаны сумочки? Так, эко-сумки. У нас авторами эко-сумок являются девочки, учащиеся 7 класса, Копылова Елизавета и Вакумова Аня. А эко-сумки они изготавливаются из экологически чистого материала. Они очень красивы, удобны, прочны. В принципе, они являются альтернативой вот этих вот наших полиэтиленовых пакетов. Пакетов, которыми мы пользуемся, да, все. А расскажите, на какое количество людей рассчитан вот ваш проект? Вот как вы думаете, Мария? Мы ожидаем, что не менее 3000 детей ежегодно будет обучаться на этой площадке. Например, сейчас с августа примерно эта площадка откроется, и до середины октября, пока нет снега, площадка будет работать. И первый шаг – это, конечно же, массовое обучение первоклассников с 1 сентября. Да, это очень актуально. Мария, Наталья, извините, вот на какое количество людей рассчитано, как вы думаете? На первый план мы, в принципе, хотели охватить нашу школу одну пока, да, а потом уже, наверное, выйдем на село Бердигистях.
Это будет уже где-то 1000 населения, а пока по проекту у нас изготовление пока 30 таких этих сумок будет. А чем украшаются эти сумки? Вышивкой? Украшение, дизайн эко-сумок – это, конечно, полет фантазии. Они могут быть украшены, ну, в принципе, наши сумки, они украшены рисунками из акриловых красок. Потом идут аппликация, бисер. Ну, то, что сейчас модно, то, что сейчас в тренде. А идея наверняка принадлежит девочкам, да? Да, идеи у нас девочки очень такие вдохновились этой идеей. И они, ну, буквально обеспечат, наверное, всех нашу школу буквально всеми эко-сумками. Скажите, вот каких позитивных изменений в обществе вы планируете достичь по окончанию этого проекта? Самое главное – это то, что мы застрахуем наших детей от каких-то несчастных случаев, от травматизма на дороге. Даже сейчас, вот я думаю, любой может видеть на улицах очень много велосипедистов, в том числе и родители с детьми, едут ни шлемов, ни налокотников, и это уже потенциальная опасность. И то, что сейчас у нас дети становятся очень технически оснащенными, в том числе и на дорогах, и мы знаем, что самокаты даже могут приобретать скорость машины. Я думаю, что вот здесь они уже заранее, в раннем возрасте это освоят, и мы получим снижение печальной статистики. Ну, ожидаемые результаты нашего проекта – это, конечно, обратить внимание на проблему загрязнения. Второе, конечно, убедить выбрать правильный, сделать выбор, выбрать эко-сумки. Ну и третье, конечно, это глобальное, чтобы молодежь почувствовала, что природу надо все-таки охранять, беречь. То есть нужно как бы убедить всех наших телезрителей, всех наших горожан уже ходить в магазины не с пакетами, как мы сейчас уже привыкли, а как раньше, да, с сумочкой приобретать продукты. Мария, у меня к вам вопрос. Давайте напомним телезрителям, когда можно приходить на вашу площадку правила дорожного движения. Мы надеемся на то, что с августа нам удастся открыть эту площадку. Конечно же, мы заранее всех известим. То есть сейчас у нас поставка оборудования ожидается в июле месяце, подготовка самой площадки. И с августа уже в такой игровой форме для горожан будет площадка открытая. А с 1 сентября, когда начнется учебный год, будет уже организованное обучение по классам. А что за оборудование придет? Ну, это будут такие специальные приспособления для того, чтобы навыки правильного вождения велосипеда, там, виртуозность определенная и преодоление препятствий каких-то. Но программа будет рассчитана не на больших взрослых уже детей, скажем, да, а вот именно на дошкольников и до 8 класса примерно. А нужно ли подавать заявки учителям, родителям? Детский сад. Я думаю, что это было бы даже и лучше для того, чтобы мы с вами вместе с нашими классами, школами могли организованно подойти, и площадка максимально могла принять большое количество детей. Мы хотим, чтобы и даже двор, он тоже был обучающим и помогающим нашим детям. Что ж, огромное спасибо, девушка, за интересную, увлекательную беседу. Действительно очень полезно для всех наших горожан, для всех наших телезрителей. Ваши проекты. Я желаю вам удачи и дальнейших побед. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем для вас только в прямом эфире, несмотря на изменения в месте дислокации. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Я обязательно прочту все ваши сообщения. Ну а сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. После рекламы мы к вам обязательно вернемся и продолжим наш утренний эфир. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что четверть опрошенных россиян считают нынешнее время самым подходящим для серьезных покупок. Также растет и рейтинг кредитного доверия. Это связано с тем, что кредиты на крупные суммы становятся доступнее для оформления. Теперь больше людей могут позволить себе приобрести желаемое. Банк «Восточный» предлагает оформить подобный кредит наличными на сумму до 30 миллионов рублей и сделать это в кратчайшие сроки. Как известно, для заемов в крупных
крупных размерах необходим залог. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль собственности заемщика. Как правило, такой кредит оформляют для серьезных целей, и мы рады помочь в реализации ваших желаний. Найти подходящее предложение сегодня можно на сайте или в любом офисе банка «Восточный». По старинной традиции, в пору празднования нашего праздника ИСЭХа на якутской земле вновь пройдут состязания самых быстроногих скакунов и ловких наездников. Так, в это воскресенье, 30 июня, на ипподроме Усть-Хатын состоятся конные скачки на призы главы нашей республики, и где главными призами станут автомобиль Lexus и двухкомнатная квартира. Более подробно об этих соревнованиях нам сегодня расскажет Татьяна Копылова, исполнительный директор Федерации конного спорта нашей республики. Татьяна, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сколько всего заездов будет, да, и сколько лошадей примут участие? Всего будет 6 заездов. Примет участие больше 30 голов лошадей. А какая дистанция, каков маршрут? Самый главный приз главы республики, 2400 метров для лошадей чистокровной верховой породы 4 лет и старше. Ага. А породы каких лошадей примут участие на этих скачках? Ну, в этих скачках участвуют только чистокровные верховые лошади и полукровки от нее, высококровные. Они к нам приезжают, да, откуда-то? Ну, на приз главы участвуют только привозные лошади. Откуда они приезжают? Из России, из-за рубежа. Ну, в этом году призы как никогда роскошный автомобиль, двухкомнатная квартира. А вот они среди кого будут разыгрываться? Среди наездников? Нет, эти призы будут разыгрываться среди зрителей. Зрителей? Да. Ага. Условия расскажите, вот как можно выиграть? Приобретаете билет, который стоит 1000 рублей, и автоматически становитесь участником розыгрыша. Это как лотерея, да? Да. Это как лотерея. Ага. Билеты где можно приобретать? Билеты сегодняшнего дня продаются во всех кинотеатрах республики, города Якутска, плюс у общественных распространителей. Ага. А вот победители самих скачек что получат? Общий призовой фонд скачек 2 миллиона 750 тысяч рублей. Победители получают 1 миллион рублей. Остальные делят оставшийся миллион. Это приз главы. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям, вот когда именно состоятся конные скачки, куда подходить, во сколько. Скачки состоятся 30 июня на ипподроме Дюгюгей, местности Усть-Хатын, в 6 часов вечера. То есть до 6 нужно же подходить на ипподром, занимать места и начинать болеть за своих любимцев. Ага, а мне вот еще такой вопрос интересен, да? А конный спорт нашей республики уже существует 20 лет. Вот за это время якутские наездники выступали на каких-нибудь соревнованиях вот за пределами республики? Если да, то с какими результатами? У нас несколько жокеев выступали на ипподромах России. Сейчас единственный жокей из Якутии Александр Лиханов выступает на ипподромах Казани, Москвы и Краснодара. Последний раз вот он выступил в призе президента Российской Федерации. Ой, как здорово. Огромное спасибо вам, Татьяна, за интересную такую вот позитивную информацию. Сегодня с утра, я думаю, что всем телезрителям станет интересно, и они в это воскресенье 30 июня все приедут на ипподром из Хатына и будут болеть за своих любимых наездников, за своих любимых скакунов и постараются выиграть роскошные призы, автомобиль Lexus и двухкомнатная квартира. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Сегодня 27 июня, четверг. Четверг, а это значит, что уже пора подумать о том, как провести эти выходные. Можно, конечно, пойти в ресторан, в кафе, в кино, все по традиции, а можно провести выходные активно, весело и спортивно. Хотите добавить адреналина в свою жизнь? Тогда вам обязательно нужно посетить Норвежский парк, который находится на Табагинском мысе. Это целый веревочный город, где каждый сможет найти себе приключения по вкусу. Это хороший спортивный отдых для всей семьи, который можно посещать несколько раз, заново проходить эти трассы. Каждый раз по-разному. Охота ждать, конечно,
очень бурных эмоций. Меня дочь пригласила, у нее день рождения было 2 дня назад. И вот решили поэкстримить маленечко. Еще сейчас друзья подъедут. Вот посоветовали, и мы решили посетить. Подписались на сайте, посмотрели, нас заинтересовало и решили приехать. В парке несколько трасс на любой вкус, возраст и физическую подготовку общей протяженностью в 2 километра. Желтая – это детская для самых маленьких экстремалов. Ограничение по росту от 110 сантиметров. Зеленая, синяя, красная и черная – взрослые трассы, причем 2 последние – самые сложные и требуют определенной физической подготовки. Перед тем, как приступить, каждый посетитель получает снаряжение и проходит инструктаж. Только после этого вы идете на башню. Инструктор смотрит вас за вами на тренировочной трассе. Если вы все правильно делаете, вас допускает на башню, и вы начинаете проходить трассы. Разные препятствия есть, они на разные мышцы, как бы. На семейных трассах там простые препятствия, а вот на сложных трассах там уже нужно попотеть, нужна хорошая растяжка, сильные руки, гибкость, ну и смекалка тоже. Некоторые трассы надо догадаться, как пройти. Драйв, страх, усталость и дикий восторг – то, что испытывают те, кто не сошел с дистанции и дошли до конца трассы. У нас в городе мало таких экстремальных парков. Люди сюда приезжают отдохнуть, получить заряд энергии. Большинство людей, они с отличным настроением уходят, зарядившись здесь. Безопасность прежде всего – это золотое правило парка, потому на протяжении всего пути вас незримо будет сопровождать инструктор, готовый в любой момент прийти на помощь. Приезжают компании, они как бы все вместе идут на одну трассу, им там веселее, они разговаривают, подсказывают друг другу, помогают. Так проще, да. Прохождение трасс совместное, оно как бы очень сплочает команду, они друг другу помогают. И это можно использовать как тимбилдинг. Это отличный семейный отдых, прекрасный инструмент тимбилдинга для предприятий. И даже в одиночку можно приехать полазать на тарзанках и зиплайнах. Парк работает ежедневно с 10 до 8 часов вечера, так что скорее решайтесь открыть для себя новые горизонты. А сегодня день рождения у Сыромятникова Николая Николаевича. Поздравляем, ждем подпись сестры. Абонент с первыми цифрами 103 пишет. На этом у нас все. Увидимся завтра. Пока.